Добрий вечір. Ефір телеканалу АТР продовжує інформаційно-аналітична програма «Шам». В студії працює я, Альвіна Сідбулаєва. І гість на цю годину Мустафа Джемілєв, лідер кримськотатарського народу, народний депутат України. Hoş geldiniz Mustafa. Merhabalar. Mustafa, bugün olsa Rus dilinde geçeceğimiz çünkü söyler selamlar bağlı olacak hem de çok insanlar anlasın diye. Крым татарлардан да хайрам. Mustafa, вы идете в парламентские выборы с европейской солидарностью. Почему именно европейская солидарность? Ну, во-первых, это связано с личностью, которая возглавляет европейскую солидарность. Это пятый президент Украины Порошенко. С его именем связаны очень многие перемены в нашей стране. Именно с его именем связано то, что Украина наконец-то действительно стала независимой страной. Президент Порошенко больше всех политических сил, которые здесь в Украине есть, поднимает вопрос деоккупации Крыма, восстановления исторических прав крымско-татарского народа, пользуется большим авторитетом в мире, и определен его курс именно евроатлантической интеграции. То есть все то, что мы проповедуем, это есть в его программе, есть в его намерениях. Вы уже знакомы со списками европейской солидарности. Насколько он обновился новыми лицами? Где-то более, по-моему, на 40% он обновился. Но обновился он несколько, может быть, меньше, чем «Слуга народа» или там Вакарчука. Это новые партии. Но больше, скажем, чем партия Тимошенко, Батьковщина, или там «Сила и честь», или партия Ляшко. В общем, такая средняя. Там, как сам выражался Петр Алексеевич, такое сочетание старых кадров и новых людей. Потому что полностью только новые, что они будут делать в парламенте, если не имеют никакого опыта. Это трудновато. Поэтому... В европейской солидарности в этот раз заместитель главы Меджлиса Ахтем Чигоз, но нет главы Меджлиса Рифата Чубарова. Почему в списке европейской солидарности нет Рифата Чубарова, который ранее был, ну, сейчас есть действующим депутатом от блока Петра Порошенко? Если бы, скажем, европейская солидарность по результатам, там, скажем, социологических исследований набирала бы где-то 40-50% голосов, он, наверное, включил бы туда весь состав Меджлиса крымско-татарского народа. Потому что поддержка и вообще политическое видение Меджлиса полностью соответствует видению Порошенко. Но у него ограниченные возможности. Сейчас последние данные говорят где-то около 9%. Это значит, хотя сегодня у нас было совещание тех людей, которые в списке, Петр Алексеевич говорит, он рассчитывает не меньше 50 депутатов. Это такое пожелание. Но будет столько или нет. Он Рифата Чубарова тоже предлагал свой список, но немножко отдаленно. Мы сочли, что это рискованная зона, и больше вероятности того, что он станет депутатом в партии Смешко. А партия Смешко, она, в общем, тоже те же, в общем-то, преимущественно цели проповедует. Это евроатлантическая интеграция, укрепление независимости, освобождение оккупированных территорий. Одним словом, каких-то противоречий особых нет. Смешко ближе, скажем так, идеями крымско-татарской национальной автономии, потому как от Смешка мы не слышали на протяжении 5 лет заявления касательно Крыма, касательно крымских татар, касательно ущемления прав. Правильно, Смешко был более занят другими, он в основном он же сам из разведки, из безопасности, его больше там другая тематика была. Но в целом в вопросе восстановления национальной территориальной автономии у него возражений каких-то нет. В этом вопросе, я думаю, мы будем союзниками с ним.
И в списках партии Европейской солидарности Петра Порошенко, напомню, лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, заместитель главы Меджлиса Ахтем Чигоз. В списке партии «Украинская стратегия» будет уже представлена первый заместитель министра информационной политики Эмине Чапар. В партии «Голос» представлены двое крымских татар, это Тамил Аташева и Рустем Умеров. Гаяне Юксель пойдет с партии «Зеленый», а вот Рифат Чубаров в партии «Сила и честь». Почему все-таки принято решение штурмовать парламент, на который будут выборы 21 июля? Ну, мы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше наших депутатов. Но однозначно то, что одна партия не может столько депутатов из числа крымских татар. Вы, наверное, помните, в 2014 году Петр Порошенко обращался ко всем политическим силам с призывом взять свои проходные части своих списков крымских татар. Он взял двоих, но больше никто не взял. Один, правда, Ляшко обещал, но так он не выполнил. Потому что у них какие-то есть договорные обязательства. Не секрет, что они еще, многие партии, для того, чтобы ввести избирательную кампанию, не требуют, а нуждаются в средствах. Поэтому для них более привлекательны те кандидаты, которые вместе с собой приносят какие-то средства на выборную кампанию. А у Порошенко этого нет, он самодостаточный в этом плане. Поэтому он легко взял двоих, но другие не брали. А сейчас в первую очередь за счет того, что престиж крымских татар неизмеримо вырос по сравнению с предыдущими годами. Тема Крыма всех интересует, подавляющее большинство, за исключением, может быть, Оппоблока, а еще других. Все остальные партии активно говорят о необходимости деоккупации и признают важность крымско-татарского фактора. Мустафа, а когда принималось решение того или иного кандидата, чтобы они представляли крымско-татарский народ, партии «Пусть голос», либо «Сила и честь», были ли собирался ли Меджлис? Было ли это принято общее такое решение, отправлять? Были ли какие-то договоренности? Ставили ли какие-то условия вы, Меджлис, либо партия? Это делается так. Сначала мы зондируем возможности той или иной партии, их желание взять наших представителей, а потом предлагаем какие-то кандидаты. Знаете, просто так сказать, «Голосу» или этому возьми этого человека, но они тоже смотрят. Они говорят, нам нужны люди, которые за собой принесут какие-то голоса, то есть известные личности. Большой спрос был, скажем, на имени Джапару, потому что яркая личность, она прекрасно владеет английским, украинским, русским, крымско-татарским. Она работала заместителем министра информационной политики. Это как раз то, что для избирательной кампании. Она у нас была на расхват, но поскольку уже договорилась, предложил ему Гройсман, и она ему не отказала. Хотя, откровенно говоря, перспективы Гройсмана, судя по этим социологическим вопросам, они не говорят о том, что он четко может пройти. Его хотели другие партии, но раз уж у нас же такой принцип, если однажды договорился, уже все, мы не нарушаем договоренности. Почему «Слуги народа»? Нет ни одного представителя крымско-татарского народа. Вчера уже обнародован весь список «Слуга народа», но там мы не нашли ни одной фамилии. Насколько я понял, там несколько групп влияния вокруг Зеленского. Одни говорят, что без крымских татар никак не обойтись, надо обязательно. Другие, скажем, известная одна группа говорит, что они были против нас, она к нам оппозиция. Вот такая вот атмосфера. Хотя перед завершением своих, уже сформированием своего списка, они предложили одному нашему соотечественнику войти в проходную часть списка, но было поздно, потому что этот соотечественник был уже в другом списке.
Я уже подписал, я уже договорился, я не могу нарушать этих договоренностей. Вы можете сказать, кто это? Рустем Умеров. Рустем Умеров. Как Меджлис теперь будет координировать вопросы, например, внесения изменений в Конституцию национальной автономии, вопросы, связанные с Крымом и с крымскими татарами, когда крымские татары представлены в разных партиях? Как вы будете координировать, как будете голосовать? Вот этот вопрос возникал, когда они там брали наших кандидатов, спрашивали, а вот когда будут противоречия между разными партиями, в разных этих фракциях будете находиться, одна фракция решит так голосовать, а вот вторая, где вы находитесь, по-другому. Что в этих случаях будет ваш кандидат? Мой ответ был такой, что они будут руководствоваться решением Меджлиса крымско-татарского народа. Это всех устроило, потому что позиция Меджлиса очень известна, она не связана с какими-то олигархическими или там экономическими интересами, она чисто такая идейная, поэтому возражений в этом плане не было. Ну, я думаю, по конкретным вопросам, когда будут они разбираться, мы будем собираться и принимать какое-то приемлемое для всех решение. И постоянный комитет иностранных дел Канады принял ходатайство депутата либеральной партии, главы группы «Дружба Канада-Украина» Бориса Женевского о признании депортации крымских татар с 1944 года актом геноцида. По словам Женевского, несколько депутатов-консерваторов хотели затянуть процесс, но его ходатайство прошло единогласно. Также депутат рассказал, что ранее в мае лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев посещал Канаду, встречался с представителями комитета и призвал признать депортацию крымских татар геноцидом. Поэтому что будет дальше, Мустафа? Какое решение можно дальше ждать от Канады? Какое политическое решение может принять эта страна? Ну, предыстория этого вопроса такова. Еще в 2016 году был проект Бориса Женевского о признании геноцидом. Ну, тогда был в либеральной партии, вернее, консерваторы подали этот документ, но либералы не поддержали. Тогда Жастин Трюдо, премьер-министр, носился с планами перевантажения взаимоотношений с Россией и, видимо, считал, что принятие такого документа не создает благоприятный климат для, так скажем, тесных стосунков с Россией. Ясное дело, что у России это вызовет раздражение. И тогда за этот проект проголосовали только консерваторы. Теперь, в мае, когда я там как раз был, мы участвовали на поднятии крымско-татарского флага в провинции Альберта, в городе Эдмонтоне. Это та провинция, куда первые украинцы еще 100 с лишним лет назад приехали. Подали его либералы. Но она была не как проект закона, а заявление о том, что Канада, парламент Канады считает депортацию 1944 года актом геноцида. Различие между проектом 2016 года и этим заявлением, оно есть довольно существенное, потому что это заявление, оно действует в период только той каденции, которую принимает. А эта каденция заканчивается где-то, по-моему, в октябре. То есть снова надо было бы поднимать этот вопрос. А когда принимается закон, это становится частью законодательства страны, это куда важнее. И когда консерваторы не проголосовали, русская пресса очень злорадствовала по поводу того, что вот, дескать, не приняли. А на самом деле они говорили, а что же вы в связи с политической конъюнктурой тогда не проголосовали, а сейчас хотите отделаться одним заявлением. Мы за это не голосуем. Но в те же дни у меня была довольно более чем часовая такая беседа, даже не беседа, а вопросы Комитета по иностранным делам канадского парламента, связанные с Крымом, взаимоотношения Украины с Россией, ситуация с правами человека. Я более часа отвечал на эти вопросы, и, конечно, был поднят этот вопрос тоже. Я говорил о том, что это значение для
крымско-татарского народа, это не только наш долг перед невинно загубленными людьми, но еще и популяризации темы. Это вклад в дело деоккупации Крыма. И, слава Богу, они восприняли это очень положительно. И вчера мне Борис Жизневский звонил, говорил, как все это дело проходило. Одним словом, проект закона о признании депортации 1944 года актом геноцида принят комиссией по иностранным делам. Теперь это означает, что поскольку он принят единогласно, то я думаю, что при рассмотрении его в парламенте и принятии его как закона проблем особых не будет. Никто не выступал против. И известно, что 25 стран могут признать депортацию крымско-татарского народа геноцидом. Крымско-татарский ресурсный центр продолжает вести работу по признанию депортации крымских татар геноцидом с еще 25 странами. Об этом сообщил глава ресурсного центра, член Меджлиса Эскендер Бариев на своей странице в Facebook. Он добавил, что до конца текущего года парламент и еще минимум 2 европейских стран могут признать депортацию крымско-татарского народа геноцидом. На данный момент, кроме Украины, еще 2 страны уже признали депортацию геноцидом. Это уже такой шаг вперед. А вот что касательно крымско-татарской национальной автономии. Мустафа Ага, известно, что мы неоднократно на встречах и на пресс-конференциях с уже бывшим главой страны Петром Порошенко поднимали вопрос и задавали ему вопрос, когда будут изменения в Конституцию. Так за 5 лет этого и не произошло. Почему так произошло? Почему так стало? Я думаю, основное опасение Порошенко было в том, что мы не наберем необходимого большинства голосов в парламенте. Не было такой твердой гарантии. А, скажем, подать законопроект, и чтобы он провалился, ну, это создает нехороший имидж. Поэтому он всегда говорил нам, работайте с фракциями. Когда будет полная уверенность, что будут поддерживать, то тогда вынесем. Хотя, я думаю, что можно было бы, скажем, некоторые этапы пройти. Скажем, чтобы он прошел Конституционную комиссию. Я со слов Буткевича знаю, что Конституционная комиссия готова была уже его признать, но он его не выносил. Там были между членами Конституционного совета свои какие-то проблемы. Одним словом, так получилось. Ну, будем смотреть вперед. Сейчас, как будет при новом президенте. Вы, наверное, помните, что я между первым и вторым туром президентских выборов задавал 5 вопросов Зеленскому публично через канал. И он потом, его команда, сначала в своем фейсбуке президент Зеленский ответил, а потом на других сайтах, где-то на 150, по-моему, сайтах это появились его ответы. Из этих 5 вопросов на 4 вопроса первый он конкретно ответил. Относительно там блокады, относительно... Но он поддержал все полностью это поддержал. Но 5-й вопрос был очень важный. Я говорил о том, что вот в соответствии с распоряжением 5-го президента Петра Порошенко создана рабочая группа по внесению предложений относительно изменений в Конституции, переформатированию ныне существующей вот этой аморфной республики в национально-территориальную. Сделана такая-то работа, а следует еще сделать то-то, то-то. Готовы ли вы, как новый президент, продолжить это? Но получил ответ туманный. Конкретного ответа не было. Он говорил в своем ответе, говорилось о том, что, учитывая ту трагическую судьбу крымско-татарского народа и ту позицию, патриотическую, которую заняли крымские татары, конечно же, после деоккупации Крыма будут созданы все условия для развития и процветания крымско-татарского народа. То есть вопрос об автономии там как-то было замыто. Я не думаю, что это какое-то там, скажем, уклонение от главной темы. Скорее всего, там хорошо тему не знают. В чем суть? Поэтому это в процессе встречи, в процессе переговоров, я думаю, мы... Но вы еще не встречались с Зеленским, он только вам через соцсети отправлял вам ответы. А ведутся ли переговоры сейчас?
Ну, сейчас такое бурное время, заняты составлением списков, но вопрос о встрече ведется, конечно. Сначала их помощники там с нашими помощниками встречаются, они подготавливают постановочные вопросы, а потом будет встреча с ним самим. Но вы уже, наверное, знакомы со списком, как я уже повторяла, говорила. Мустафа, как, и видя этот список, как вы думаете, какое настроение у «Слуги народа» будет в отношении Крыма, с Меджлисом? Они все равно же должны будут считаться с Меджлисом, как представительным органом крымских татар. И игнорировать заявления, игнорировать требования они не смогут. Там вообще-то фамилии эти, там очень много новых, они ни о чем не говорят. Есть среди них те, которых я знаю. Есть в том числе и очень положительные люди там в этом списке, есть которых я вообще не знаю. Но вопрос Крыма, вопрос восстановления прав крымско-татарского народа, это соответствует базовым интересам украинского государства. Поэтому любая патриотическая партия, за исключением ОПО-блока, который все время смотрит на Москву, все остальные, конечно же, вынуждены, должны будут считаться именно с теми требованиями, очень законными требованиями, которые выдвигает крымско-татарский народ в лице своего представительного органа Меджлиса. А какие есть гарантии, что вот новый парламент, новый президент проголосует за изменения в Конституцию? Никаких гарантий нет и быть не может. Это будет плод только труда. Мы будем работать с ними, объяснять. Ну, например, в предыдущем парламенте я четко знал, что какие партии, какую часть партии поддержит, а где там есть колебания, а кто вообще категорически не будет поддерживать. Я это знал. И мы так скрупулезно посчитали. Считали, что все-таки 226 голосов для того, чтобы принять его в первом чтении, отправить в Конституционный суд, вроде бы хватает. Но опять-таки полной уверенности не было. А сейчас мы, конечно, скрупулезно будем работать, смотреть, кто сколько может дать, заранее договоримся, и когда уже будет ясна полная картина, начнем действовать. Какие ваши прогнозы, кто может пройти в парламент, какие партии? Это тоже трудно сказать, потому что рейтинги публикуются. Пока, сегодня, например, сказали, что «Сила и честь» ровно 5%. «Голос» по одни социологические данные уже говорят более 6%, другая показывает 4,9%, тоже на грани прохождения. Но европейская солидарность уверенно проходит. Другие партии, «Зеленые» и партия Гройсмана, они значительно ниже. А вы еще там не сказали, что партия «Народный рух Украины» тоже есть у нас кандидат. Это Абмеджит Сулейманов. Перспективы прохождения 5% барьера у Руха очень призрачные. Лагвинский идет с партии Лешко. Лешко, да. Он тоже, можно сказать, почти что член Меджлиса. Он в предыдущей каденции, в нынешней вот этой каденции, он очень активно работал в соответствии с решениями Меджлиса. И вот многие резолюции, которые были приняты в Парламентской ассамблее Совета Европы, во многом благодаря его деятельности были приняты. И если он тоже будет избран, то, конечно, наша команда значительно усилится. Как вы думаете, вот новый парламент, который изберут 21 июля, если примет решение еще Конституционный суд, да, и новый парламент, он будет иметь вектор НАТО-ЕС, либо все-таки те наработки, которые были сделаны на протяжении 5 лет при руководстве Петра Порошенко, поменяют вектор на более пророссийский? Учитывая, что «За життя» тоже одна из лидирующих партий. Сегодня мы вот на собрании кандидатов от Европейской солидарности пригласили
такого исследователя, который анализировал приоритеты той или иной партии в тех или иных вопросах. Кого избирателей, которые предпочтительно отдадут, скажем, «Слуге народа» или «Европейской солидарности» или «Батьковщине», в каких вопросах, сколько процентов. Но из этих анализов я вижу, что самая большая поддержка проевропейского курса, европейской солидарности, вступления в НАТО, где-то более 80%, по-моему, у европейской солидарности. Эта же поддержка, скажем, у «Слуги народа» где-то на уровне 57%. Даже, скажем, у Оппоблока тоже есть незначительная часть, где-то 2-3% тоже поддерживают НАТО. Одним словом, не поддерживающих курс на НАТО практически нет, но только вопрос только в каком количестве, какой процент избирателей того или иного блока, той или иной партии поддерживает эту идею. Сейчас отказаться от курса на евроатлантическую интеграцию – это нарушить Конституцию. Поэтому, когда Зеленский сказал, что по поводу НАТО надо провести референдум, это было обществом воспринято очень довольно критично. Потому что какой референдум, когда мы уже приняли поправку в Конституцию? Вот такая вот ситуация. Я думаю, какого-то крена особого не будет. И поддержка демократических западных стран тоже будет зависеть от того, в какой мере мы будем последовательны в этих вопросах. И поэтому что можно ожидать от нового президента? Вопрос, знаете, тут не то, что он будет поддерживать или не поддерживать, а, скорее всего, будет поддерживать этот курс. Вопрос в том, насколько интенсивно, насколько энергично. Вот это вот очень существенно. Скажем, вопрос деоккупации Крыма – то же самое. Никто сейчас не осмелится, пусть даже Оппоблок, сказать, что нет, это российская территория, мы отказываемся от него. Потому что это будет такое, вызовет презрение украинского сообщества. Но есть, скажем, силы, которые очень бы хотели бы эту тему как-то подзабыть. Отнести в категорию замороженных конфликтов. Да, это наша территория, но у нас сейчас, скажем, приоритетные вопросы, вот эти, это можем... Вот это вот больше всего нас вызывает опасения. И вот касательно оппозиционного блока, это из-за життя, недавно они летали, лидеры этих партий летали в Москву. Как вы считаете, насколько это, ну, это неправильно, естественно, ездить в страну, где Россия является страной-агрессора. Почему сегодняшнее руководство страны позволяет это? Нет, почему позволяет? Сейчас Генеральная прокуратура проводит расследование, о чем там они говорили, какие-то экспертизы делает. Но Украина – это же не Россия. Ну, просто потому, что они делают то, что нам не нравится, сразу его там в каталажку невозможно. Должны быть правовые основы. Четко, скажем, если есть там элементы измены Родине, то, конечно, будут соответствующие действия. Но в прокуратуре, в наших правоохранительных органах к этому вопросу подходит очень скрупулезно. Очень много претензий по поводу того, что вот расстрел Майдана, почему до сих пор никто не сидит. Опять-таки, все вопрос упирается в доказательную базу. Если есть доказательная база, только в том случае они выносят решение об аресте, там, привлечении к суду. А пока не собрали доказательства, этого ничего не делается. А как вы относитесь к тому, что уже после того, как стало известно, что Зеленский будет главой страны, возвращаться стали Портной, Корбан, Онищенко заявляет, что в ближайшее время вернется, чего не было сделано при руководстве Порошенко? Это тоже создает много вопросов. То, что вернули, ну, скажем, Саакашвили вернули. Вернули паспорт и гражданство. Паспорт вернули. Ну, я думаю, что в самом деле вопрос оставлять человека вообще без гражданства не совсем правильно. Можно было бы, наверное, по-другому. Хотя его действия, конечно, были
ну, мягко говоря, не очень корректными. Что касается Портнова. Но прокуратура говорит, что вот опять-таки четких каких-то, скажем, доказательной базы, что привлечь его к уголовной ответственности за измену, у них не имеется. Поэтому его впустили и даже обеспечили значительной охраной, чтобы не произошло каких-то эксцессов. Но что делать? Вот такая вот у него позиция. Видимо, у Зеленского есть намерение как-то расширить круг своих прихильников, так сказать, в том числе из того лагеря тоже. С моей точки зрения, это не совсем верно. Так не следовало бы делать. Как вы считаете, насколько Зеленский будет независимым президентом, учитывая его влияние, да, Коломойского на него? Я думаю, и в интересах Коломойского, и в интересах самого Зеленского дистанцироваться друг от друга. Потому что как только Зеленский начнет что-то потакать Коломойскому, его рейтинг будет падать очень быстро. И Коломойский тоже, если он заинтересован в том, чтобы человек, которого он поддерживал всеми там возможными средствами, не потерял рейтинг, то его, наверное, подальше держаться. Такова моя точка зрения. А как будет оно на самом деле, ну посмотрим, поживем, увидим. Зеленский на своей инаугурации, во время своей инаугурации заявил о распуске парламента. Как вы считаете, почему он так поспешил распустить парламент? Чего он опасается? И кому выгодны досрочные выборы? Ну, лозунг Зеленского был в том, что вот нынешняя власть очень плохая, рейтинг доверия к парламенту очень низкий, а поэтому вот он распускает всех, и все на ура, потому что действительно и рейтинг власти исполнительной, и законодательной власти невысокий. Но он никогда не был высоким, ни при какой власти. Я знаю, что максимум уровень доверия к парламенту был где-то около пределах 16%. В Крыму, например, уровень доверия к парламенту и Совету министров где-то был на уровне 5 и 6%. Такая вот. Это вполне понятно, потому что у нас же как, если человеку плохо, не решаются его проблемы, в первую очередь он что думает? Вот власть плохая. А вот проанализировать, а что может сделать власть? Это то же самое у нас в Крыму было. Вот плохо человеку, у него нет ракушки, он не может построить. А куда смотрит Меджлис? А что Меджлис может сделать? Какие у него возможности? Мало кто, не все задумывались об этом. Ну, примерно то же такое самое здесь. Тем более, что здесь элементы анархизма, вот такой вот независимости, отношения, нигилистического отношения к власти значительно, выше, чем, скажем, в России. Поэтому, ну и может быть это и есть немножко, с одной стороны, хорошо, а мне более, так скажем, демократично, чем в России, когда там все смотрят, что скажет власть, то и они делают. У Зеленского понятное дело, почему он торопится с выборами. Если не он сам, то, по крайней мере, его советники говорят, надо торопиться, потому что какие бы у тебя красивые лозунги не были, но есть вещи, которые ты не сможешь решить, хоть 7 пядей во лбу ты будь. Есть факторы непреодолимые. Это, в первую очередь, вопрос повышения благосостояния людей, ибо экономическое положение страны известно, мы в состоянии войны. И что бы ты там ни говорил, там резко снизить цены на газ, там социальные услуги, ты этого не сможешь сделать. И, естественно, рейтинг будет падать. Таков удел всех, вот, знаете, президентов, реформаторов. Скажем, что произошло в Чехии, Чехословакии, когда был Václav Гавел, потом она стала Чехией.
для самих чехов это не секрет, что самым лучшим президентом в истории Чехословакии и Чехии был этот Вацлав Гавел. А он проиграл следующему президенту, потому что он не мог решить все социальные проблемы. То же самое с Лехом Валецом в Польше. Он провел реформы непопулярные. В результате он получил негатив, но страна продвинулась вперед. И сейчас она член Евросоюза, член НАТО. Но людям было плохо. Уровень жизни падал. И в результате сейчас, к моменту выборов, у него был рейтинг очень низкий. То же самое произошло и с Порошенко. Порошенко, я думаю, оценит со временем, какой скачок при нем был сделан. В каком состоянии находилась страна. В 2014 году там вообще была угроза существования самого государства. Казна 0, армии 0. Три области. Одна область полностью оккупирована, да. две. И в этой ситуации ему удалось отстоять независимость государства, вообще само существование государства. И самое парадоксальное, самое, в общем-то, хорошее, то, что даже в условиях войны обеспечить какой-то экономический рост. Это редко бывает в мире так. Но недостаточный рост. Уровень жизни недостаточный, неудовлетворительный. Вот отсюда и протестные настроения. Мустафа, будет решение Конституционного суда касательно выборов, насколько законно был роспуск, насколько законно досрочные выборы. Тимошенко уже посоветовала Зеленскому, несмотря на решение, если решение будет неудовлетворительным, все равно проводить выборы. Как вы считаете, насколько, чем чревато будет для Зеленского? Это очень неразумный, конечно, совет. Но решение принимать самому Зеленскому, начинать свою президентскую каденцию с нарушения решения Конституционного суда, это нехороший признак. Это может привести к очень печальным последствиям. Поэтому, но другое дело, вынесет ли Конституционный суд именно конституционное решение. У нас же так обычно ориентируется на власть. Посмотрим. Сейчас мы в какой мере эти члены Конституционного суда независимые. Уже я знаю, что председатель Конституционного суда вроде бы за то, чтобы распустить парламент. Там вроде бы половина на половину. Ну, посмотрим, осталось недолго ждать. И последний вопрос, Мустафа. Порошенко 18 мая своим указом освободил вас от должности уполномоченного президента Украины по делам крымско-татарского народа. Кто будет следующий? Уже в команде Зеленского, да, президента Зеленского. Ну, почему освободили? Они, кстати говоря, у меня спрашивали. Вот вся команда президента, администрация президента в связи с приходом нового президента подает в отставку. Вы не против того, чтобы это тоже было? Я, конечно, не сказал, не против. Но одновременно звонили из команды Зеленского тоже. Сказали, не хотели бы вы остаться. Я сказал, нет, остаться я не хочу, но этот институт, вот эта структура должна сохраняться. И мы потом вам дадим свою кандидатуру. Поскольку у него тенденция брать молодых, мы найдем очень молодого, динамичного, очень толкового представителя крымско-татарского народа при президенте Украины. Çok sağ olun, Мустафа келгеніңіз үшін. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв був гостем нашої студії, а ефір телеканалу АТР продовжується. Більш новин читайте на сайті atr.ua. Не забувайте підписуватися на YouTube-сторінку АТР. Там ми викладаємо найцікавіші фрагменти з ефіру. А далі ефір телеканалу АТР продовжує заман українською з Тарасом Кобзарем. Залишайтеся з нами.